Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для овнов. Прогноз будем делать на Таро, метафорической карте и на цыганской колоде. Сначала посмотрим Таро. Основные энергии этой недели для овнов. Карта Луна, старший аркан. Это у нас отношения, это у нас работа и финансы. Так, посмотрим теперь дополнение на цыганской колоде. Так, здесь подвинем посильнее. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. И 2 карты на финансы. Итак, из маг-колоды, из колоды метафорической мы тогда советы будем доставать для овнов. Итак, посмотрим сначала, что ждет на неделе основного такого овнов. Здесь выпадает карта Луна. И, конечно же, все будет проходить под этими энергиями. Луна – это все, что связано с домом, отношениями, все, что связано с родителями, детьми, все, что связано с недвижимостью и какими-то традициями семейными, праздниками и так далее. То есть могут быть также вопросы материнства, вопросы деторождения. В общем, очень неделя эмоциональная и, скорее всего, переменчивая в этом плане. Может быть, даже и какие-то секреты тайны будут от кого-то. Для отношений выпадает 3 пентаклей. Карта говорит о том, что в отношениях придется поработать. Но чем хорошая эта карта, вот сколько мы вкладываемся, такую отдачу мы и получаем впоследствии. То есть, если мы знаем заранее, что будет результат, то мы, конечно же, постараемся. Эта карта также связана с деньгами, то есть получением денег, совсем материальным. Это карта, когда мы хотим вот иметь что-то для себя. То есть вот именно личное какое-то имущество. Может быть, покупки какие-то будут у вас. Может быть, ваш партнер будет вам что-то покупать. В общем, все, что мы покупаем в дом, все, что у нас как отделка дома, одежда, косметика, различные украшения, да, вот это все будет обсуждаться, скорее всего, на этой неделе, либо уже вот такие покупки будут осуществляться. Для тех, кто в поиске партнера, 7 трефовая говорит о том, что нужно обязательно вот приложить усилия для того, чтобы встреча состоялась, потому что если вот ничего не делать, то можно потерять человека, знаете, такой как шанс, да, вот шанс встретить человека достойного. И здесь, конечно же, карта говорит о том, что будет много препятствий к этому, но если вы постараетесь, вы можете действительно вот завязать знакомство, и будет оно плодотворным. То есть это тот человек, который может составить ваше счастье. Он, конечно, немножко такой материалист, да, он не, как сказать, не философ, скажем так, да, то есть он любит, чтобы все было четко, ясно, чтобы деньги были в кармане, да, то есть никаких недоговоренностей. Вот если вам такой человек подходит, то вполне неплохо было бы за него тут побороться, да, то есть, ну, проявить какую-то инициативу. Там жизнь, она вам подскажет, что нужно делать, 3 – это всегда успех. Но и работа, то есть без работы тут никакого успеха нет. Для тех, кто в паре, 6 пиковая в дополнение к этой карте говорит о том, что, скорее всего, либо судебные какие-то дела у вас связанные с деньгами, либо, может быть, придется как-то отвоевывать там зарплату свою, да, или, может быть, какой-то конфликт. Допустим, говорили, что зарплаты будет больше, да, а выплатили меньше, и вы тут можете вспорить с начальством, да, и у вас все это как бы переходит в отношения. Кроме того, карта говорит еще и
о том, что могут решаться какие-то важные вопросы, связанные с государственными учреждениями, подписание каких-то документов, контрактов, может быть, какие-то документы оформляем, да, требуются, может быть, какие-то подписи или переоформления. Также здесь, кстати, может быть и что-то мы оформляем в собственность. Но как предупреждение эта карта говорит о том, что нельзя проявлять в отношениях на этой неделе гордыню. Иначе вот может быть такая серьезная ссора, да, непонимание, которое может вообще как бы разрушить отношения. То есть самое главное вот не стараться считать себя лучше партнера. И все, и тогда уже никаких проблем не будет. Для тех, кто в ссоре, здесь выпадает карта туз трефовый в дополнение к тройке пентаклей. Карта говорит о том, что вы вполне можете помириться с помощью подарка, либо какой-то дорогостоящий подарок, либо подарок, который будет просто практичный, да, то есть может потом пригодиться. То есть, ну, точно здесь есть возможность помириться именно через подарок. Кроме того, может быть, если у вас ссора была из-за того, что один партнер не хочет брать на себя обязательства, да, то, скорее всего, вот он одумается, да, и вы можете найти как бы общий такой вариант решения, и уже не будет у вас здесь ссоры, будет перемирие. Для работы выпадает дама пиковая. Карта говорит о том, что в работе нужно будет учитывать какие-то правила, инструкции. И если этого не делать, то проблемы будут. И вот на работе, скорее всего, либо женщина будет как-то вмешиваться в процесс и настаивать как раз вот на том, чтобы все было сделано правильно, может быть, будет следить, контролировать, либо вы сами так будете контролировать, да, вот если вы начальство и будете контролировать своих подчиненных, либо, может быть, вам захочется как-то, ну, смягчить, что ли, правила. Все-таки здесь же дева, да, то есть дама, это всегда какой-то компромисс. То есть если был бы у нас здесь король мечей, да, то тут только правила сухие, четкие, больше ничего, то есть нельзя договориться. А здесь вот если вас что-то не устраивает, у вас какие-то трудности, сложности, вы всегда можете договориться с этой женщиной. Может это, конечно, быть и мужчина, но такой довольно-таки мягкий, демократичный, да, и тоже с ним можно договориться тогда. Если у вас вопросы каких-то проверок на работе на этой неделе, вот тоже старайтесь все делать как нужно, и если вдруг какие-то сложности, то вот старайтесь договариваться, старайтесь просто общаться, да, для того, чтобы, в общем, говорить о своих проблемах, для того, чтобы их решить. Также может быть обращение и к власти, да, может быть у вас будет неделя, когда вы будете или с документами с какими-то обращаться в, ну, более вышестоящим, да, или, может быть, будете ходить по инстанциям и так далее. То есть для тех, кто в поиске работы, девятка трефовая выпадает, карта говорит о том, что, скорее всего, вам придется как-то очень ярко себя демонстрировать. Если вы будете скромничать, то вас вообще никто не заметит. Обязательно нужно все свои способности вот на показ, да, ничего не бояться, не стесняться. И это нужно и вслух говорить, и видом всем показывать, и писать в резюме, и все прочее, да, в общем, чтобы вы прям перед работодателем были, ну, как на ладони. Кроме того, по этой карте могут быть еще и конкуренты. То есть, допустим, вы пришли на собеседование, да, и вот есть много людей или еще другой человек, который вот с вами на одно место. И вот здесь вот самое важное — показать себя с лучшей стороны, да, тут не нужно слишком уж уступать. Кроме того, здесь может быть и обман. Допустим, пригласили на собеседование, да, потом сказали, что уже взяли, допустим, кого-то. Либо, может быть, в документах что-то не то. Допустим, обещают одну зарплату, а потом может оказаться совсем другое. То есть на этой неделе лучше не подписывать ничего, лучше пройти испытательный срок и сами тогда уже решить, оставаться вам на этой работе или нет. А для тех, кто работает, дама бубновая в дополнение говорит о том, что, скорее всего, будет много вопросов, много возможностей
И вам будет сложно вообще выбрать, что важное, что второстепенное. Скорее всего, будет много суеты, либо даже, может быть, выбор будет у вас оставаться на этой работе или, может быть, даже уходить, менять работу. Да? Может быть, об этом задумаетесь и будете обращаться как раз к людям, которые могут вам помочь этот вопрос решить. Кроме того, у вас здесь может быть какой-то очень какая-то неожиданная ситуация, какой-то такой поворот, на который вы совершенно не рассчитывали. Это может касаться также и смены руководства. Это может касаться смены каких-то правил у вас в коллективе или на работе. То есть, какие-то сложности могут быть, не сразу к этому привыкнешь, не знаешь, как реагировать. Для тех, у кого свое дело, здесь у нас валет бубновый выпадает, карта говорит о том, что, скорее всего, у вас здесь хороший период для того, чтобы побыть со своими родными, для того, чтобы, может быть, отдать управление на какое-то время своим подчиненным, либо партнеру, и побыть просто дома с семьей, может быть, съездить куда-то со своими близкими, родными, может быть, побыть с детьми, да, то есть вот здесь все-таки у вас настрой более такой вот домашний. Либо вы просто будете работать в окружении людей очень дружественно к вам настроенных, или, может быть, даже у вас появится какой-то новый партнер, может быть, из ваших друзей, а может быть, просто человек очень близкий вам по духу, и вам будет очень комфортно с ним. Но все-таки, смотрите, вот две карты противоречат друг другу, да, здесь у нас разум, тут чувства. То есть карты предупреждают, нельзя чувства смешивать, примешивать к работе. То есть, если же все-таки у вас работа вместе с друзьями, с людьми, с которыми у вас какие-то отношения, то на работе нужно быть строгим. То есть нельзя ни в коем случае допускать понебратства какого-то. А теперь денежки для тех, кто работает. Сначала просто общая карта. У нас здесь 8 пентаклей. Карта очень денежная, хорошая. И карта говорит о том, что если вы будете благоразумны, то у вас деньги будут на этой неделе. То есть самое главное здесь как-то все рассчитать наперед. Вот так, в принципе, у вас уже, видимо, навык есть, вы уже знаете, как зарабатывать. Но вот здесь самое главное не тратить, может быть, лишнего, либо рассчитывать наперед, расходы, доходы учитывать и так далее. Так, 8 пентаклей. Это у нас, знаете, карта Солнца в Козероге, да, то есть соответствие астрологическое. Это значит, что вот Козерог, он как бы видит только деньги, он видит свои цели в карьере, а Солнце – это достижения, да, то есть вот очень хорошие могут быть как раз вот достижения в сфере финансов, в прибыль очень хорошая может быть. И, в принципе, это, скорее всего, надолго. Для тех, кто работает, 7 червовая в дополнение говорит о том, что, может быть, вы не сами даже получите деньги, а может быть, кто-то из членов вашей семьи, может быть, партнер по браку, может быть, еще кто-то из близких вам может подарить деньги, да, то есть здесь, скорее всего, будет либо деньги ваших близких, вашего партнера, либо у вас прям такой будет заметный рост на этой неделе. Может быть, вы еще их не получаете, может быть, они у вас только набираются, растут, но, скорее всего, в этом месяце, да, вы получите гораздо больше, чем раньше. Для тех, у кого свое дело, здесь у нас дополнительная карта выпадает шут, и здесь вот как бы остается общий такой совет отдохнуть, побыть со своими любимыми, с людьми и с любимыми, с близкими людьми, дома побыть, попутешествовать. Это одна сторона. А другая сторона, у вас здесь может быть выигрыш, может просто вот очень-очень повезти. То есть просто как бы с пустого места, да, можно заработать, может так вот жизнь повернуться. И эта карта хорошая. Карты тоже выигрыши, когда мы можем что-то купить даже гораздо дешевле, чем мы рассчитывали. А тут еще и карта такого выигрыша. Но единственное, если вы вдруг решите играть на деньги, да, то здесь вы проиграете. То есть, в общем, выигрыш это должен быть какое-то другое, какое-то безобидное занятие, да, то есть это не игра на деньги ни в коем случае. Так, посмотрим теперь советы для овнов на эту неделю.
Так, что стоит сделать, на что обратить внимание для того, чтобы неделя прошла хорошо? Вот карты говорят о том, что вы себя в чем-то обманываете. Вы не видите, может быть, последствий ваших прошлых поступков, или, может быть, не хотите видеть. Ну, допустим, что-то в жизнь вашу приходит, то, что вам, может быть, не очень нравится. Но вы отказываетесь принимать ответственность за это. То есть вы говорите, что это какая-то случайность, да? Но, скорее всего, вы сами что-то такое сделали в прошлом, что сейчас к вам приходит. Это раз. С другой стороны, карта говорит о том, что у вас всегда вот есть какая-то поддержка, такая опора, защита, тыл, да, и не нужно об этом забывать, и нужно обязательно благодарить тех людей, которые рядом. Кроме того, карта может еще говорить о том, что в скором времени кто-то из прошлого к вам в вашу жизнь придет. Это может быть и там, мужчина, да, то есть для женщины это может быть мужчина, для мужчины девушка. То есть какой-то человек из прошлого входит в вашу жизнь, и у вас все меняется. Тем более, что у нас здесь вот карта еще Луны, она тоже связана с прошлым, да, то есть вот здесь такой совет, как бы допустить прошлое в свою жизнь, потому что мы можем просто закрыть для него дверь, да, и все. А карта говорит о том, что это люди из прошлого, они очень пригодятся нам в будущем, то есть они могут многое нам дать и в плане отношений, и в плане финансов, да, и в плане работы. То есть здесь вот такой посыл. Кроме того, зеркало, отражение. Любые ситуации, которые происходят с нами на этой неделе, это отражение нас самих. Это отражение наших поступков. Если, допустим, мы на этой неделе рады тому, что происходит, значит, мы как бы раньше все правильно делали, да, то есть, ну как правильно, чтобы нам было приятно. Если же какие-то негативные события, это как раз сигнал о том, что нужно, во-первых, осознать ошибки, для того, чтобы потом уже не повторялись эти ситуации негативные, а во-вторых, как бы нужно в будущем их не допускать. Но в любом случае, вот карта зеркала, да, ну, с зеркалом, она всегда многозначна. То есть зеркало – это всегда отражение, зеркало – это всегда, когда мы в других людях видим себя, и когда мы в ситуациях видим тоже свои поступки. Друзья, желаю вам прекрасной недели, всего вам доброго, до новых встреч!